Следующий вопрос. Никахун шарата фихи талакаха фи вактин муайян. Говорит, действителен ли и разрешен ли никах, в котором супруг ставит условие того, то есть без разницы муж или жена, ставит условие того, что произойдет между ними развод через такой-то временной промежуток. То есть как это понять? Когда один человек женится на женщине, и он, мужчина, или она, женщина, ставит условие, что мы будем жить с тобой, допустим, в течение 3 лет, а потом ты обязуешься меня развести. Или он говорит ей, я обязуюсь тебя развести, ставлю условие, что через 3 года я тебя разведу. Данный никах, является ли он временным никахом, и вне зависимости от того, является временным никахом или нет, разрешен он или запрещен, и действительно он или нет. Говорит мазхаб Ахмад Бутлана, лянна фимана или лянна фимана никахин мут'a. Первое мнение в этом вопросе, это мнение имама Ахмада, который сказал то, что такой брак является недействительным. Почему? Потому что он в смысле временного никаха. То есть временным никахом он не является, но несет его смысл. И второе мнение в этом вопросе, это мнение имама Шафии, а также Абу Ханифы, которые сказали «Ясахху никах ва ябтулу шарт». То, что никах является действительным, но это условие является недействительным. То есть условие не выполняется, но никах остается действительным. «Вассахиху каулю Ахмад, валлаху алям». Но правильным является мнение имама Ахмада, то, что данный никах является недействительным. Значит, что у нас получилось в итоге? То, что такой никах является недействительным. Но вместе с этим временным браком он не называется. Почему опять-таки? Потому что во временном браке происходит автоматическое расторжение брака по истечении того периода времени, который они обусловили. Здесь же автоматического расторжения брака не происходит. Но одна из сторон обусловливает то, что должен произойти талак именно, то есть именно должен быть дан развод. Поэтому как таковой временным браком он не является, но он запретен. Почему? Потому что данное условие является неправильным и противоречащим никаху, противоречащим самой сути никаха. Поэтому он является недействительным. Вот этот вопрос понятен, в чем его разница от прошлого вопроса. То есть в прошлом вопросе вроде то же самое было. Нет, в прошлом вопросе того же самого не было. То есть в прошлом вопросе человек просто имел намерение, что когда пройдет такой-то срок или наступит такое-то событие, он разведет эту свою жену. А здесь человек имеет не просто намерение, но ставит это как условие, то есть официально его озвучивает. При этом озвучить его может как жена, так и муж. И тот, и этот брак являются недействительными. Хоть оба они не являются временным браком как таковым, но в них есть смысл временного брака. Файда Каля Науи в шархе Муслим говорит полезный момент. Сказал имам Науи в своем шархе на Сахих Муслим, сказал Кади Аяд, واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها. Говорит, ученые единогласны, что временный брак, который был разрешен в определенные периоды ислама, то есть в определенные периоды жизни пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит, ученые единогласны в том, что этот брак был до определенного срока, в нем был установлен определенный временной промежуток, ла мираса фиха, но в нем не было наследования. То есть, допустим, если у нас нормальный брак, муж и жена. Муж наследует от жены, если она скончается, и жена наследует от мужа, если он скончается. Говорим, да. То есть муж наследник от жены, а жена наследница от кого? От мужа. Так вот, что касается временного брака, то этот временный брак предполагал то, что между ними нет мираса, то, что между ними нет наследства. Если какой-либо из супругов умирал во время этого временного брака, пока он еще длился, то, допустим, если жена умерла, то муж не получал от нее наследство. Если же муж умирал, то жена не получала от него наследство. Говорит в этом ученые единогласны. А также ученые единогласны, то, что в этом браке расторжение их брака происходило автоматически, без нужды к таляку. То есть дополнительный какой-то таляк не был нужен и не требовался для того, чтобы между ними произошла разлука. Но разлука происходила автоматически. Далее.